15 градусов для мраморного клопа уже неуютная температура. Это теплолюбивое насекомое из Юго-Восточной Азии может жить, развиваться и наносить вред только при тепле. А у нас за окном середина осени. Недавнее понижение температуры, обильные дожди вынудили клопа искать сухое теплое место, где он сможет перезимовать. И насекомые целыми стаями стали проникать в дома. Они ищут любую щель, через которую смогут попасть внутрь помещения. Им некомфортно находиться в природной естественной среде. Они не выживают в условиях наших зимы, пусть даже не очень холодной, влажных местах, где попадает там дождь или же очень влажная почва, подстилка лесная. Они избегают этих мест, они ищут сухие, теплые места. Именно по этой причине они собираются на окнах, на теплых стенах домов. Специалисты говорят, сейчас бороться с клопом можно и нужно. Есть несколько вариантов их уничтожения в домашних условиях. Все они просты и доступны каждому. Если они к вам забрались в дом, для этого нужно взять пылесос, открыть окна, для того, чтобы это было проветриваемое помещение, собрать их и затем уничтожить. В принципе, можно стряхнуть их в полиэтиленовый пакет и раздавить. Или же обдать кипятком. И этого будет, естественно, вполне достаточно для того, чтобы уничтожить этих насекомых. Другой способ. Можно веником собрать их в совок и точно так же или, обдать кипятком, или же просто на улице раздавить. Просто собрать насекомых в совок или пылесос и выкинуть на улицу – метод неэффективный, так как мраморный клоп вернется вновь. Важно их уничтожать. И делать это только на открытом воздухе, так как при раздавливании они испускают крайне неприятный запах. Нашествие мраморного клопа на сегодняшний день – самое серьезное бедствие в нашей стране. Ученые констатируют, за последние десятилетия такой проблемный сельскохозяйственный вредитель Абхазии не встречался. Но сейчас уже с ним бороться нет смысла. Насекомое готовится к зимовке и уходит из садов и огородов. В 2014 году, когда он появился и стал фиксироваться, не было подозрений на то, что он может приобрести такие масштабы. И сегодня уже совершенно очевидно, что какими-то простыми средствами с ним не справиться. Потребуется серьезная государственная программа борьбы с этим вредителем, причем на всех уровнях и на всех этапах его развития. И самыми эффективными способами на сегодняшний день продолжают оставаться химические методы борьбы. Но на этом этапе, в этом году в Абхазии, проводить химические обработки нет уже никакого смысла и необходимости. Сегодня мы должны все участвовать в процессе механического уничтожения этих насекомых. Следующий этап начнется весной, после того, как закончится зимовка этого насекомого. Специалисты призывают людей к активным действиям, направленным на уничтожение мраморного клопа. Ждать, когда помощь придет именно в ваш дом, неразумно, говорят они. Сегодня это можно назвать необходимостью всенародной борьбы с этим насекомым. Это проблема не только абхазская. Это проблема, которая сегодня переживает очень много стран мира, особенно находящиеся в субтропической полосе. Это касается и Америки, в том числе и Соединенных Штатов. Это и континентальная Европа со своими наиболее развитыми сельскохозяйственными территориями, такими как Франция и Италия. Сам мраморный клоп человеку не опасен. Это растительноядное насекомое. Оно не кусается, а значит, прямого вреда человеку причинить не может. Единственное, что может помешать, это запах, на который могут по-разному реагировать аллергики. Еще немного похолодает, и клоп станет малоподвижным. А это значит, его легче будет уничтожить. И, возможно, уже на следующий год количество этого вредоносного насекомого станет меньше. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.